Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Россия и Абхазия будут взаимодействовать в области защиты прав детей. Соответствующий меморандум подписали уполномоченные при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и ее абхазская коллега Мактина Джинджоли. НЕРС готовит молодежь к армии. Военно-полевой лагерь НЕРС стартует в Абхазии 10 июля. Презентован женский образовательный проект в области IT и цифровых технологий. Состоялась конференция Фонда «Женщины за развитие». Начнем с сообщения правоохранителей. 15 июня примерно в 0 часов 20 минут в дежурную часть отделения милиции города Пицунда поступило телефонное сообщение о том, что в ресторане «Апсны», расположенном на территории пансионата «Самшитовая роща», неизвестным лицом произведены выстрелы, сообщает пресс-служба МВД Республики Абхазия. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что гражданин Абхазии Пиле Дмитрий Викторович, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района. В результате внезапно возникшей ссоры с гражданами России Филаяном и Салимгареевым произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес Филаяну 3 огнестрельных ранения в область левой стопы и колена обеих ног, а Салимгарееву 6 огнестрельных ранений в область левой ноги и таза. Филаян и Салимгареев были доставлены в ЦРБ города Гагра и после предоставления первичной помощи вывезены в лечебные учреждения России. Осколком от выпущенных пуль ранен гражданин Пиле, ранее неоднократно привлекавшийся за различные правонарушения. Так, 17 мая сего года орган предварительного расследования УВД по городу Сухум возбудил в отношении Дмитрия Пили уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая в отношении Пили была избрана мера пресечения, подписка о невыезде. 4 июня предварительное расследование по данному уголовному делу было окончено. И после утверждения обвинительного акта прокурор города Сухум направил уголовное дело в суд города Сухум для рассмотрения по существу и вынесения соответствующего законного приговора. В данный момент подсудимый Пили взят под стражу и находится в ЦРБ города Сухум. Президент Абхазии Аслан Бжаня назвал преступление, совершенное в отношении гостей, преступлением против нашей республики. Глава государства провел совещание в связи с ранением туристов, имевшим место накануне в Пицунде, сообщает сайт президента. Президент поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона. Аслан Бжаня дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Президент поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. Аслан Бжаня предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунда о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе. Отстранены от исполнения служебных обязанностей ряд сотрудников оперативных служб в связи с инцидентом в Пицунде. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар провел оперативное совещание с руководителями подразделений ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел. По указанию министра внутренних дел отстранены от исполнения служебных обязанностей ряд сотрудников оперативных служб и постов ДПС. Для усиления мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделения Гагрского УВД и УВД по Гудаутскому району усилены личным составом оперативных служб МВД. Дмитрий Дбар также дал ряд служебных указаний по усилению контроля автотранспорта на предмет выявления несоответствия госномерных знаков регистрационным данным автомобилей. Между тем, Абхазское народное движение обращается к главе государства, президенту Аслану Бжаня, взять под личный контроль расследование убийства племянника первого президента Абхазии Кемала Арденба, которое имело место 18 мая в городе Сухум во дворе его дома. Об этом говорится в опубликованном 14 июня заявлении АНД. Кроме того, АНД призывает в максимально короткий срок предоставить общественности реальные результаты оперативно-следственных мероприятий. Внешняя политика, итоговое заявление стран НАТО в очередной раз наглядно демонстрирует лицемерие и двойные стандарты, ставшими характерными для членов Североатлантического альянса. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии в ответ на итоговое заявление саммита НАТО 14 июня текущего года в Брюсселе.
В комментарии также отмечается, в итоговом заявлении саммита НАТО традиционно звучат требования к России вывести войска из Грузии, отказаться от признания независимости Абхазии, выполнить мифическое соглашение о прекращении огня. Выражая поддержку территориальной целостности Грузии, страны НАТО фактически поддерживают то, что окончательно перестало существовать как политическая и правовая реальность в результате преступных действий тбилисского режима во главе с Саакашвили еще в 2008 году. Россия и Абхазия будут взаимодействовать в области защиты прав детей. Соответствующий меморандум в присутствии главы государства президента Аслана Бжани подписали уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и ее абхазская коллега Мактина Джинджоля, которая была назначена на должность уполномоченной по правам ребенка в Абхазии буквально накануне. Институт уполномоченного по правам ребенка создан в Абхазии впервые. Слово Надежде Боровиковой. Глава государства Аслан Бжани принял уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову. Он представил ей Мактину Джинджоля, назначенную накануне на должность уполномоченного по правам ребенка в Абхазии, и рассказал о том, что подобный институт создан в Абхазии впервые. К большому сожалению, есть дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды, и государство занимается решением их проблем. У нас есть реабилитационный центр, в котором работают специалисты высокого уровня. Центр оснащен в техническом плане неплохо. Есть школа специализированная для детей тоже с ограниченными возможностями. Конечно же, в этом смысле жизнь преподносит все новые и новые задачи, их надо решать. И мы очень рады тому, что вы приехали к нам. Анна Кузнецова, мать 7 детей, занимает должность уполномоченного при президенте России по правам ребенка с 2016 года. Это не первый ее визит в республику. Несколько лет назад Кузнецова оказывала содействие в организации лечения в России ребенка из Абхазии. Сегодня я рада познакомиться с тем, как решаются здесь вопросы защиты прав ребенка. И, конечно, начинать свой визит в Абхазию с знакомства с новым коллегой, уполномоченным по правам ребенка, который учрежден вашим указом. Я уверена, что мы обсудим различные проблемы, найдем много общего и, конечно, будет чем поделиться, о чем поговорить, где-то поискать общее решение. И отдельно хотела бы поблагодарить вас, Аслан Георгиевич, за то, что не словом, а делом выражается забота о защите детства, а то, что спустя столько лет была учреждена должность именно вами, что говорит о том, что защите прав ребенка будет уделено особое внимание. Мактина Джинджоля поблагодарила коллегу за визит и выразила надежду на поддержку с ее стороны. Когда начинаешь такое важное дело, нужно, чтобы тебя правильно направили. Очень в этом плане на вас надеюсь, отметила Мактина Джинджоля. Хочу сказать со своей стороны, в первую очередь поблагодарить за такое высокое оказанное мне доверие. И хочу сказать, что в течение 9 лет в рамках работы нашей организации культурно-благотворительного фонда «Ашана» мы более 9 лет вместе с молодой командой ежедневно боремся за защиту прав детей в области получения высококвалифицированной медицинской помощи. И не безуспешно. Хочу привести вам небольшую статистику. За 9 лет работы фонда мы успели помочь 262 детям, которые прошли 333 курса лечения в лучших медицинских центрах России и мира. Нами было собрано более 70 миллионов рублей на лечение тяжелобольных деток Абхазии. Я очень счастлива, что сегодня вы лично приехали к нашему знакомству и очень надеюсь на наше плодотворное сотрудничество. Анна Кузнецова и Мактина Джинджоля подписали меморандум о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка. Надежда Боровикова, Сосрыкуа Гуха, Абаза ТВ. Об эпидемиологической ситуации. Иммунный статус населения Абхазии к коронавирусной инфекции по результатам исследований в рамках абхазо-российской программы составил 24% при необходимых 80%, рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Из 2700 исследований в 600 случаях определен положительный иммунный статус защиты к коронавирусной инфекции. Это 24%. Скорик добавила, что для раскодировки результатов исследований может понадобиться от 7 до 10 дней.
Население ни в коей мере не должно паниковать, надо набраться терпения. Мы обзвоним каждого пациента, и те, у кого отрицательный иммунный статус на антитела, будут направлены на вакцинацию от коронавируса. Те, у которых положительный результат, им выпишут бланки, где будет указан их статус защиты, подчеркнула она. Между тем, согласно сообщению оперативного штаба, за 15 июня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 298 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них. В Гудаутской ЦРБ 12 июня скончался пациент 70 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 849 человек. Зарегистрировано 239 летальных случаев. Выздоровели 15 101 человек. Общественная палата Республики Абхазия крайне встревожена новым всплеском заражения COVID-19 и обращается к согражданам с настоятельной просьбой вновь соблюдать все необходимые меры предосторожности. Об этом говорится в обращении Совета Общественной палаты Республики Абхазия, как в частности отмечается в документе. Новый всплеск заражения наблюдается не только у нас, и во многих странах вынуждены вновь вводить ограничения, тем более, что вирус мутирует. Мы все расслабились, потеряли осторожность, и вирус тут же этим воспользовался. Например, по официальным данным Росстата, в этом апреле в России от ковида умерло в 7 раз больше человек, чем в прошлом апреле. Такова цена потери осторожности. Если мы не хотим довести дело до строгих ограничительных мер, которые помешают курортному сезону, мы должны в обязательном порядке соблюдать необходимую дистанцию, носить маски и помнить об опасности заражения. Призываем наше население воспользоваться шансом и провакцинироваться. Помните, все зависит от нас самих. Совет Общественной палаты Республики Абхазия. Ну а в Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима. Злостные нарушители могут быть привлечены к административной ответственности со штрафом до 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания. О ходе борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Гагрском районе расскажет наш корреспондент в Гагре Лаура Шарова, которая побывала в Центральной районной больнице и пообщалась с медиками, которые стоят на передовой защите населения от COVID-19. COVID-19 – это заболевание, которое пришло в нашу жизнь надолго. С ним придется жить, и с ним надо бороться. Пандемия, объявленная во всем мире, не обошла стороной нас. К счастью, что врачи смело приняли этот вызов, и сегодня можно сказать, что они успешно борются с этой опасной инфекцией. В Гагрской центральной районной больнице было создано ковидное отделение, и при этом не прекращалась работа других отделений. О том, как и в каких условиях оно создавалось, рассказала исполняющая обязанности главного врача Гагрской центральной больницы Индира Арсалия. В нашей стране мы столкнулись с этим заболеванием в марте месяце 2020 года. Первый пациент к нам прибыл из Москвы, и заболевание это впервые у нас в нашем районе это было. Целый дом сидел на карантине, были взяты на контроль магазины, аптеки, в которые этот человек, который посещал этот человек. Более того, даже некоторые наши медработники сидели на карантине, потому что он у нас был на приеме. Затем была закрыта граница. Мы получили время и возможность подготовиться должным образом, потому что в тот период и подходы к лечению были совсем другие, не такие, как, например, сегодня уже выработанные, да? Лекарств было недостаточно было СИЗов. Было очень много проблем, на решение которых нужно было время. И это время, в принципе, наша страна выиграла. Было очень сложно в начале пути. Нам самим приходилось шаг за шагом продумывать, где зеленая зона, где зона дезинфекции, где зона красная, где как больной как должен поступить. И потом у нас были сложности с тем, что в нашей больнице ведь основной соматический стационар существовать не прекратил. То есть у нас была задача оказания экстренной помощи всем категориям граждан, которые и до того к нам обращались, плюс к этому ковид с подозрением на ковид.
Как только появляются первые симптомы болезни, все обращаются на горячую линию, и первые рекомендации дает врач Аза Даракчан. Если можно лечиться в условиях дома, то врач горячей линии по дистанционному лечению ковид-больных Татьяна Лакоба круглосуточно находится на связи с такими пациентами. Все больные, которые страдают тяжелой формой этого заболевания, проходят лечение в стационаре. Ковид-отделение Гаагрской центральной районной больницы открыто с ноября 2020 года. Состоит из, собственно, ковид-отделения, рассчитанного на 35 человек, и ковид-обсервации, в которой обычно наблюдается и лечится 15 человек, рассчитано на 15 койко-мест. Этот репортаж не был бы таким, если бы я сама не перенесла ковид. 10 дней в стационаре и моя огромная благодарность врачам, медсестрам, которые буквально спасают каждого больного. В стране были случаи в разных больницах, когда врачи отказывались работать в красной зоне. А я горжусь нашими медиками, которые каждый день одевают защитные костюмы и выходят на свой бой, сражаясь за каждую жизнь. Полностью материал Лауры Шаровой смотрите после выпуска новостей. – 15 июля руководство и сотрудники Государственного музея боевой славы имени Владислава Ардзинба посетили могилу отца первого президента Республики Абхазия, ветерана Великой Отечественной войны Григория Киаминовича Ардзинба. В столетний юбилей со дня рождения героя на его могилу также пришла вдова первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба Светлана Родионовна Джергени, которая поделилась своими воспоминаниями о Григории Киаминовиче и рассказала о его жизненном и боевом пути. А мы представляем небольшое архивное видео семьи Ардзинба. Бовсика в училище кончился, отлично был. В свое время хорошее училище было. А этот кавалерист наш Жуков, наш Рокоссовский, все вообще плеяды этих самые лучшие, вообще талантливые, это конники, все кавалеристы. Это тоже было. Начиная от Ворошилова, Буденова и так далее. Вот это столетие со дня рождения Жукова. Вот и другое, 55 лет еще было. С военкоматом принесли. Прекрасно. Поздравляем мы вас. Чудесно. И того, дарите. Рябжира гибзение с гварта придурствами. А Рашид допомогли своє корицойте, що більше лиште, звичте, ну, вдячикам того. НЕРС готовит молодежь к армии. Военный полевой лагерь НЕРС стартует в Абхазии 10 июля. О том, где и когда он пройдет, в пресс-центре «Спутник Абхазия» рассказали председатель Федерации военно-тактических игр Абхазии Денис Шашура и участник военно-полевого лагеря НЕРС Артур Нерсесян. Тему продолжит Анастасия Никонова. Военно-тактическое подразделение НЕРС было создано в 2017 году в память о подполковнике Центра специального назначения Абхазии кавалерии ордена Леона Эдуарде Нерсесяне. Он погиб 12 января 2015 года в селе Реп Галского района при исполнении боевых обязанностей, а именно задержании бандгруппы. Наша организация функционирует с 2017 года, немного 4 года. Названа она в честь подполковника Центра специального назначения Эдуарда Нерсесяна Рафиковича, который погиб при исполнении своих боевых обязанностей. Данная организация в первую очередь была создана именно на патриотических основаниях. Наша основная задача – это привлечь как можно больше молодежи в свои ряды и представление нашей республики на международных соревнованиях, на международных мероприятиях военного типа. Абхазское подразделение известно и за пределами страны, отмечает Денис Шашура. В мае бойцы НЕРС вернулись из Москвы, где принимали участие в военно-тактических играх «Стратег». Непосредственно организация сразу взяла такую высокую планку, да, то есть мы сразу взяли самые крупные соревнования, крупные военно-патриотические мероприятия, которые проводятся на территории Российской Федерации. Это
непосредственно Москва. Зарекомендовав себя с хорошей стороны, мы решили, что необходимо идти дальше и непосредственно начали проводить мероприятия уже внутри республики нашей. То есть это ознакомительные мероприятия и проведение, как вы выше упомянули, это военно-полевых лагерей. Военно-полевой лагерь в 3 потока собирает более 300 молодых людей от 10 до 17 лет. Базируется он в Гагарском районе во 2-й Бзыбской школе. Требований никаких изначально то есть нету. Это все проводится у нас бесплатно на наших началах, на меценатстве в первую очередь. И непосредственно те ребята, которые проходят 3 потока или 2 потока, как у нас получается, им мы делаем приглашение о вступлении в нашу команду, в наше подразделение НЕРС. Точнее, крайний наш лагерь дал нам 12 выпускников, которые на протяжении 2 лет, то есть представляют нашу республику за ее пределами. Артур Нерсисян 3-й год в военно-полевом лагере НЕРС. Узнал об организации случайно от знакомых и уже после 1-го потока понимал, что останется в рядах молодых патриотов. Я сам непосредственно участвовал в лагере в роли бойца, в роли командира. Вот. И как-то прижилось, как-то осталось, мне понравилось. На данный момент это даже мне больше является, чем какое-то хобби или спорт. Для меня это гордость, это представление своей страны, командира нашего, то есть это Дениса. Военно-полевой лагерь НЕРС готовит молодых людей к армии, отмечает Артур Нерсисян. Через год он вступает в ряды вооруженных сил Абхазии и к быту и укладу военной жизни, по его признанию, готов. Конечно, служить это, мне кажется, каждый мужчина нашей страны обязан служить. 1-й поток военно-полевого лагеря НЕРС стартует 10 июля. Ребята неделю проведут в горах. 2-й и 3-й потоки будут проходить в Бзыбской школе номер 2. Вся информация и запись осуществляются на официальной странице Федерации военно-тактических игр Абхазии в социальной сети Facebook. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. МЧС Абхазии сообщает, окончательные причины пожара на Сухумской кондитерской фабрике, который произошел 13 июня, устанавливаются. Однако по предварительной версии пожар мог возникнуть из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. С утра 14 июня сотрудники МЧС Абхазии провели соответствующий регламенту работы и составили акт осмотра объекта, на котором накануне произошел пожар. Первичный материал будет передан в УВД города Сухум. Владельцы отелей в Абхазии из-за погодных условий в июне начали снижать цены на отдых, сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха twill.ru. Так, по данным сервиса, в Гаграх цены за последнюю неделю снизились на 5%. В среднем в Абхазии в середине июня можно забронировать жилье за 2572 рубля в сутки. За тот же период отдохнуть в Крыму можно за 3150 рублей в сутки, за 2368 рублей в Краснодарском крае. Презентован женский образовательный проект в области IT и цифровых технологий. Конференция фонда «Женщины за развитие» на тему перспективы развития IT и диджитал в Абхазии, повышение роли женщин в технологичных профессиях состоялась в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория». В ходе встречи организаторы обсудили такие темы, как важность развития IT в Абхазии и вовлечение женщин в процесс развития цифровых технологий, IT-образование, повышение компьютерной грамотности населения и другие. Проект реализуется в рамках программы поддержки гражданского общества, являющейся совместной инициативой ЕС и программы развития ООН. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Фонд «Женщины за развитие» презентовал женский образовательный проект в области IT и цифровых технологий. Это будут 4-месячные курсы по направлениям СММ, таргетирования, создания сайтов и приложений, программы 1С, автокаты и другие. По словам организаторов, эти курсы помогут девушкам получить профессию и шанс на рынке труда. Этот проект направлен на молодых девушек, женщин, которые не смогли в свое время получить образование или же сейчас хотят получить постдипломное образование, получить повышение квалификации. Но по некоторым возможностям у них нет денег, чтобы получить это образование. То есть мы хотим помочь всем группам женщин, от старшеклассников до взрослых женщин, которые хотят в будущем получить какое-либо образование. Курсы рассчитаны как на имеющих базу в области компьютерных технологий и программирования, так и на новичков, которых будут обучать всему с нуля. Курсы начинаются с 25 июня и будут длиться до ноября. Будут устроены в удобное время для
работающих людей, учащихся людей. То есть в основном будут вечерние курсы, так как не всем будет удобно ходить днем или в обеденный перерыв. У нас есть 200 часов, за которые мы постараемся научить наших девочек каким-либо азам, чтобы девушки уже получили сертификаты и смогли работать. Об актуальности и востребованности кадров в области IT и цифровых технологий рассказали спикеры, которые уже работают в отраслях. Архитектор Камакация на примере собственной работы продемонстрировала востребованность на рынке труда специалистов по визуализации, то есть тех, кто умеет в различных программах создавать контент для дизайнеров и архитекторов. Нет необходимости находиться в Нью-Йорке, например, чтобы рисовать для Нью-Йорка. Мы можем здесь это делать. Для этого нужен всего лишь компьютер и пара рук и голова. Вот. И, соответственно, мы могли бы предоставить миру такие услуги в виде визуализации, в виде рендеринга, чего угодно, очерчивания, чего угодно, чем, собственно, занимаются те же, например, та же Украина. Сейчас вот на рынке визуализации они номер один, они проектируют для всего мира. То есть это сейчас все это легко организовывается. Саид Пачули рассказал о том, как создаются приложения и почему это интересно и востребовано в современном мире. А преподаватель Абхазского государственного университета Адгур Кабба подтвердил, что молодые ребята правы, и поддержал их. Действительно, готовые курсы можно, так сказать, его как-то встроить в нашу жизнь, в дополнение к тому образованию, которое есть, и действительно девушка или женщина может себя, так сказать, развлечь тем, что она освоит эту программу и будет строить модели для устройства ландшафта своего двора, своих близких. Ну и может, если ей повезет, она даже заработает на этом сколько-то денег. Студентов на курсы по направлениям IT и Digital будут отбирать по результатам анкетирования, так как организаторы планируют принять только тех, кому дополнительное образование действительно необходимо и кто способен освоить материал. В каждой группе будет от 6 до 10 человек. Чтобы каждой из обучающихся девушек досталось внимание преподавателя, и каждая из них получила не только сертификат, но и реальные знания. Марьяна Котова, Сацрыкова Гухава, Абаза ТВ. Указом президента Абхазии Аслана Бжани «Золотой голос России», народный артист Российской Федерации, посол доброй воли Абхазии Николай Басков удостоен ордена Ахдзепша 3-й степени за поддержку молодых лидеров. Сам Николай Басков находится в Абхазии. Во вторник, 15 июня, он выступил на площади у драмтеатра. Наш репортаж об этом событии смотрите в эфире в среду, 16 июня. Премьера спектакля «Дорогая Памела» состоялась вечером 15 июня в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Режиссер постановки, заслуженный артист России, заслуженный деятель культуры Абхазии, режиссер драмтеатра Адгур Кабба. В спектакле играют сразу 3 поколения актеров Абхазского театра: Виолетта Ман, Майя Джикерба, Лаврика Ахба, Адгур Малия, Гарри Аджинджа, Ланна Джопо, Гудиса Тодо. Государственный камерный оркестр Республики Абхазия сообщает, стартует первый летний концертный сезон в новом совместном проекте с Абхазским государственным драматическим театром имени Самсона Чанба. Каждую пятницу в Абхазском драмтеатре в 17:00. В нем принимают участие солисты Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Мария Эмилия Тарзян-Хагба, Александр Авицба, Владлен Аванесянц. Прозвучат произведения Моцарта, Генделя, Чайковского и других композиторов. Спорт. В Абхазию прибыла легендарная Анастасия Мыскина. Знаменитая теннисистка, чемпионка Ролан Гаррос провела 15 июня мастер-класс для юных теннисистов на столичной набережной, а также выступила на форуме «Будущее Абхазии». 2 июля стартует юбилейный 10-й баскетбольный турнир памяти президента Сергея Багапш. В турнире примут участие 10 команд. Сборная Абхазии, а также команды из ДНР, ЛНР, Ростовской области, Краснодарского края, Черкесска, Волгограда и команды 7-й российской военной базы в Абхазии. Планируется также проведение торжественных мероприятий в Госфилармонии.
В завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 16 июня, в Абхазии небольшая облачность, преимущественно без осадков. Днем удушливо жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Поздним вечером из-за перепадов атмосферного давления местами возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 21, днем до плюс 29. Температура морской воды плюс 19. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи!